Рахмат, Дастан Далабаевич, сиз жакында эле айтып жатпадыңыз беле, биздин банктар деген коммерческий банктарыбыз деген абдан чоң сверхприбыль менен иштешти, сөзүнүн ачыгы абдан мындай жакшы киреше алышты деп жакында эле мына парламенттен чыгып айтып жаттыңыз эле. Анан бул жерден менде ошо банктарга да суроо бар эле да. Бүгүнкү күндө эми банктарыбыз өнүксүн, иштесин. Канчалык банк системасы өнүксө, ошончолук экономикада жеңилирээк болот деген сөздөр бар. Анысы чын да. Бирок кара тизме маселесин алып келсек, биздин жарандар мына депутаттарга бир топ кайрылышат. Банктардан кредит алдым, карыз болуп калдым. Анан ошол кара тизмеси боюнча түшүндүрүп бересиздерби? Мен бияктамын. Кара тизмеге кирип калган жарандар ошо расмий түрдө 3 жыл, 5 жыл обнулениясы кандай болот? Анан мына Дастан Далабаевич айтып атат, бир банктан алат, анан экинчи банктан алат. Бул жерде Дастан Нарисбекович сөзүнө толук кошулам. Ал жыргаган турмуштан ошентип барып жалдырабайт да. Биздин жарандарыбыз аргасыз ошол кредиттерди төлөй албай, жумушсуздуктан, анан экономика өйдө кетпей ылдый кетип аткан баарыбыз эле байкап жатабыз пандемиядан кийин. Дүйнө жүзүндө баалар да кымбаттап атат, турмуш оор болуп атат да. Ошол жактан кандай болуп атат да, урматтуу улуттук банктын өкүлдөрү? Кара тизмеси боюнча кандай иштеп жатасыздар? Элибизге кандай жеңилдиктерди берейин деп мындай банктардын ортосуна бирдей сүйлөшүүлөр, прибыльдери жакшы быйыл алдыңыздар. Согуш деп бирөө мындай ыйласа, бирөө сүйүнгөндөр да бар болуп калышат экен да ошентип. Ошонун аркасы менен мындай каражаттар келип жатат деп. Кандай дейсиздер? Эльвира Джергалбековна, по поводу... Микрофонду өйдөрөөк көтөрө аласызбы? Эльвира Джергалбековна, здравствуйте. По поводу наших мер, как вы знаете, было сокращение срока хранения негативной информации все время. Сейчас по закону как бы 5 лет негативная информация хранится, позитивная 7 лет. Мы со стороны, как я ранее уже сказал, именно в рамках периода поддержки, ковидный период, потом связанные с событиями трагическими, то, что в Баткенской области, мы со своей стороны вносили соответствующие постановления о том, чтобы эта информация в части именно предоставления в кредитное бюро со стороны коммерческих банков, она как бы соответствующая вот этой информации хранилась. И чтобы она учитывалась, то есть какие обстоятельства, почему это сложилось. Потом вот в целом, если по... Извините, пожалуйста, да. Так в итоге 5 жыл вы, 7 жыл вы? 5 лет негативно. Обнулениясы 5 жыл, да? 5 лет, да. Менде мындай суроо да, 5 жыл, мисалы мүмкүн бирөө 100 000 сом алып, ошону 20 000 сом төлөбөй калса кара тизмеге кирип калат экен да. Анда ошондой жарандарды 5 жыл ошондой мындай блокко киргизип, кара тизмеге киргизген бул мындай туурабы сиздин оюңузча? Абдан чоң убакыт эмеспи? Эльвира Джергалбековна, я еще раз хотел бы повторить, что наличие негативной информации не является препятствием для выдачи кредита. Это является, на усмотрение банков. Это всего лишь является информацией. Может быть, на тот момент банки обычно дополнительно просят дать разъяснение, почему у вас были просрочки. Может, на тот период были такие обстоятельства какие-то сложились. Форс-мажор был, еще что-то такое. Это учитывается, и банк он принимает текущую ситуацию. На сегодня платежеспособность какая? Если у него сегодня другие обстоятельства, которые позволяют ему выдать данный кредит, это всего лишь один из инструментариев для того, чтобы оценку риска сделать. Я понимаю, что вы такие директивы, вы, как Национальный банк, коммерческим банкам давать не можете. Но реальность такова, что наш гражданин, который приходит в коммерческий банк, и если ему говорят, ты в черном списке, у него проблемы с дальнейшим получением других сумм. Если бы все мыслили так, как вы сейчас озвучиваете, наверное, тогда к депутатам не обращались бы с огромными просьбами. Вот, допустим, последний пример. Министерство финансов озвучивает, что выдается какую-то сумму с АБР, помните, да? 50 миллионов выделили 12 банкам, из них 3 государственных банка. И на 22 год, это я озвучивала в парламенте, ошол проценты жок бекер кредиттердин 70% не освоенный. Эмнеге элге бербей жатасыздар десе, анткени деген ошол процент кредиттерди деген 50 жартысын бекер беребиз, жартысы деген 3-4 үстөмдүк процент менен алыңыздар деп коюп атышат да. Буну сиздер көзүмүлдөбөй жатпайсыздарбы?
Эльвира Джергалбековна, но это вопрос как бы уже не кредитной истории, это вопрос с точки зрения ресурсной базы, да, которая предоставляется банкам. Но я хотел бы вот такой сказать еще одну ремарку, если позволите. Если в целом мы возьмем базу кредитных историй, да, за 100%, то я бы хотел сказать, что 10% это негативная информация, 90% это позитивная история. Если мы в отношении тех людей, которые сделали просрочку, делаем амнистию, то в отношении 90 людей это немножко неравный подход получается. Ну, честно, он вовремя погашал, его информация и так далее как бы позитивно сохраняется, а в отношении негативных обнуляется. Эта информация нужна для самих пользователей в первую очередь. Это для потребителей, которые этими услугами пользуются. Это с их стороны как бы информация. Нам эта информация нужна, они говорят. Мы, конечно, готовы поддержать необходимые, мы уже внесли соответствующие как бы решения приняты, но это рынок сам говорит, нам такая информация нужна. А то, что мы информацию будем предоставлять о правах граждан на получение кредита, даже если у него есть негативная информация, мы это еще усилим, конечно, информацию на эту тему. Мы всегда даем в рамках финансовой грамотности и когда общаемся с сектором, на это мы обращаем внимание. Рахмат, Эльвира Джергалбековна, оюңузду бүтүрүп алыңыз, 5-чи процедурный. Мен бул маселени урматтуу жетекчилер эмнеге көтөрдүм? Анткени деген Дастан Далбаевичке кайрылып кеткеним, Дастан Далбаевич мына бир нече айдан бери айтып келе жатат. Бул жылы коммерциялык банктар сверхприбыль менен иштеп жатышып, ошо чоң киреше алышты деп. И вопрос вселенской справедливости. Чоң киреше алып атканда деген ошондой мүмкүнчүлүктөр бар болуш керек деген ишеним менен айтып атам да. Кара тизмеге жөндөн эле жарандарыбызды киргизген мүмкүн сиз айтып атасыздар, сизге жооп берип атышат. Коммерциялык банктар, жок, биз киргизбей жатабыз, это на наше усмотрение деп. Но по факту нам-то жалуются. Мы идем, 100 000 алгам, анан 20 000 вовремя төлөбөй калдым, кечигип калдым, анан башка банкка барсам, сиз кара тизмеде экенсиз деп шылтап, ошол шылтоо менен бизге бербей жатат деген арыздар болуп атат. Пандемиядан кийин бул нерсе мындай азаят десек кайра күчүп атпайбы? И то, что я привела в пример о том, что беспроцентные кредиты, часть выдаются под проценты, при том, что они 70% не усвоенные были, я это озвучила в парламенте. Хотя Министерство финансов отчиталось, что еще дополнительные средства выделяются. Как это так? Вы же все-таки национальный банк, вы должны все это контролировать, да? По большому счету, зачем мы тогда берем под проценты кредиты у международных доноров, если наши банки из 200 миллионов 30-40 миллионов было освоено в 2021 году, а 160 миллионов не освоенные вернули. А сколько людей ждали эти кредиты? Почему они не выдаются? Потому что риски высокие, вдруг они беспокоятся о возвратности. Эти цифры тоже, вы прекрасно об этом знаете. Мы тоже это озвучивали. То есть это лень делать или сомнение, то, что они не вернут. Оказывается, дело не в этом. Под полы, когда ты ходишь, эти люди ходят, когда в банк им неофициально предлагается, вот столько там, 1 миллион мы вам дадим, или 500 тысяч мы вам дадим без процентов, а 500 тысяч по 3-4%. И банки, когда на круглом столе, вы помните, мы встречались, они не отрицали этого. У меня даже вот спор с одним банком был там на круглом столе, он сказал, вы извините, Эльвира Джергалбековна, вы же сами пришли со сферы бизнеса, это бизнес, ничего личного. Но проценты-то, кредиты-то на шею государства вешаются. Вот вопрос только об этом. Вы можете не комментировать, не отвечать, но просто к вашему сведению. Рахмат.